Пойдемте рассчитывать. Сколько процентов? 75. Ну, вот проживающий, вас как зовут, да, представьте? Александр. Александр. Вот тут запах невыносимый, я его спрашиваю, как он слышали такой запах? Александр. Ну, как нормально. Нормально. А что, поэтому на улице закрыли? Почему нет? Да. Отопление дали, просто вода по трассе побежала. Трасса побежала, вот стоял на улице. После светильника говорит. А откуда такой у вас запах, а? Невыносимый запах у вас стоит. Ну, хлорка же, по-моему. Это не хлорка. Это столовая, да? Ну, с виду-то как королевский дом. Ну, формально, да. По данному дому есть представление прокуратуры города Иркутска о вообще закрытии, приостановлении деятельности, исковое заявление есть. Черт, Почему? Потому что в данном пансионате не выдерживаются требования пожарной безопасности, не выдерживаются, не соблюдаются, не исполняются требования законодательства по санитарному содержанию. Мы сейчас формально, да, здание, казалось бы, такое оно красивое, но здесь абсолютно стоит невыносимый запах. И мы с вами видим, что вот тут проживающие выходят на улицу. Пойдемте сейчас по комнатам, идет у них удержание. Да, удержание с пенсии идет. Где у вас подушка? Вот пошла. Да. 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 Меняли постельные. Не, а подушку-то куда дели? Подушку-то куда дели? Расчетку отдали. Где у вас кнопка вызова персонала? Если вам будет тяжело, там обычно бывает кнопка вызова. Для персонала есть такая кнопка? По нормам у вас должны быть кнопки в каждой палате. А ну это не ко мне. Не встречал я. Идем. Это у вас тумбочка, да? А тут что такое? Свет потух. А? Свет потух. Свет потух. А отопления нету? Есть. Сегодня дали, или вчера не было. Вы здесь постоянно работаете, да? Я уже первый день только пришел. Первый день. Знакомиться. А вы как вот в таком запахе, как работаете? Ну как, Почему не убираются? ну как-то все сложные больные, все памперсы ходят все. Понятно. Пойдемте. Пошел санитару. Также прошу заметить, вот, видите, мухи, ну если хотите, для общего интерьера, там тараканы. Что запрещено в данных заведениях? Жалобы есть? Нет. Как кормят? Хорошо. Сколько здесь вас человек? А почему на одной кровати вас двое спят? А вот я пришла. Домой меня отправляют. Я домой идти должна. Холодно будет, сказали, заберем. А где у вас постельное белье? Где пододеяльник? Где наволочка? Такое вот одеяло. Такая. Ну, надо обратить внимание, что пододеяльника нет. А наволочка у вас почему такая? Она просто, это невозможно на ней спать-то. Ну, я где ее возьму, если не... Ну, вот это вопросы к руководству пансионата. Вас хорошо кормят здесь? Хорошо кормят? Вас все устраивает? Устраивает. Устраивает? А как уход? Тоже хороший. Хороший уход? Здравствуйте. А вы как здесь попали? Как сюда попали? Как сюда попали в этот дом? Ну, как упал?
Не важно, чувствовала свет. Неважно, чувствовала. А сколько стоит? Сейчас я это не плачу, Не платите? потому что, как вам сказать, вертится в голове, не могу сказать. Воевала. Воевали? Вот. А кто вас сюда определил? Это племянница. Племянница? А дети есть у вас? Дети есть у вас? У меня они уже все женатые. То есть А сколько их у вас? Ну, поскольку сами скоро деды будут. А вам сколько? Мне 88 лет, вот, а им по 50, по 60. 4 у меня. Так что А жили вы где до пансионата? Якутск. Нет, ну у дочери, у сына, у кого вы жили? Я тут и родилась в Покровске. Не, а жили, с кем жили вы до пансионата? Катышев был такой. Но сейчас его нет. Царство небесное. Да, печником работал. Ходил. Раньше же электричества не было. А у вас было свое жилье? А? До того, как вы сюда попали, у вас было свое жилье? Нет. Не было, да? Нет. Я сама вот сюда привезли в это, лечиться. Но лучше мне. Ну, не совсем. А к детям не хотите? Да? К детям? Быть здесь. Нет. А я могу лучше говорить, я не слышу. Вы здесь живете же, да, в пансионате? Где живу? Здесь живете? Где жила. Так в Якутске жила. Но я уже сколько лет живу. Состарилась и что совсем. Ясно. Ну не болейте, выздоравливайте. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Ну, как вы выполняете предписание прокуратуры? Как? По пожарной безопасности. Ну, я, например, здесь же сразу ясно, что у нас гараж снизу. И мы сейчас вот на этой неделе будем переезжать. На какой адрес? Ну, пока сейчас из 2 выбирают. Она сейчас ходит, смотрит Пушкина, сказали. Вы же уже сказали, что объект нашли. Нашли, но там документы как бы ну, еще не одобришь. А вы знаете, что на приостановление деятельности направили исковое заявление в суд? Да, ну, я слышал, как бы. Ну, я здесь как вам сказать. Ну, я здесь после обеда работаю. Не подскажете, как вам отопление дали, что такой запах стоит, да? Ну, это 4-я палата, уже все пропитано, как бы, да, из-за того, что они в памперсах, во-первых, и все время писают. И У вас коридора же уже со входа-то идет запах. То есть из-за того, что вентиляции нету, как бы. Понятно. То есть если вентиляцию, непонятно. А вообще система содержания больных вот для наших зрителей, она какова? Может быть, это хороший метод? Содержать, конечно, так невозможно. То есть сюда родственники определяют своих пожилых родителей. Да. Я, например, вот когда сюда устраивался год назад, из-за того, что как бы мне очень жалко людей, как бы. У меня самого 5 детей, дочка и 4 сына, как бы. И из-за того, что и у меня бабушки, дедушек не было, и я никогда, например, не сижу, хоть полы буду мыть, хоть человека буду мыть, мне без разницы, как бы. Не, я лишь бы мне работа была. Какая система-то? Ухода за больными какая? В каком смысле? Ну, прямом, медицинские услуги. Ну вот,
как Ну, бы... вы как администратор-то объясните, есть же дисциплинарные... Да, у режим нас, дня. например, человек заболел, мы звоним приходящему терапевту, как бы, и вот у нас человек устроился. А как режим дня, какой вообще должен быть у них? Ну, я вот, например, если живу в больнице, в 9 у меня, то... Ну утром как бы кормят, потом лекарства раздают, как бы. Медсестра была, она уволилась, вот, нас не предупредила и сразу уволилась отсюда. И когда вот врач, ну мы смотрим, кто кому какие лекарства, и медперсонал сами это не А где у вас раздают. такой медицинский пункт? Покажите, пожалуйста. А есть вообще телевизоры, понятие телевизоров? Вот шарики гоняют, слышал, ага. Шары. Ну есть там, это прихожий стоит. В прихожей стоит, в палатах тумбочка и все. У нас первый день сегодня. Ну, надо обратить внимание, что у вас медицинского пункта нету, врач еще не оформлен. Он только сегодня с утра пришел, да? Да. То есть лекарств мы не видим никаких. Почему здесь есть? Покажите. Мы сейчас собираемся приезжать, поэтому... Это у вас медицинский пункт? Да. Был. Сейчас мы вот вещи собираем. Все надо упаковать, сказали. Совсем не похоже на медицинский пункт. Скорее не ходите на уголок. Вот кровать, она просто стоит, ну, дома так себя не ведет. Тут же больной, я так понимаю, да? А кто выносит вот это все? Да. Вы что ли, как массажист, администратор еще и эту выносите? Я все делаю. Мне без разницы. Будет стоять, что ли? Ну хоть есть один человек, который может что-то сделать. А вот то, что вот мухи у вас летают, это как нормально? Нет, это вчера вот здесь вот эти ленты висели, как бы убрали их. А сегодня еще не успели. Ну, у вас прокуратура-то ранее выявила нарушение санитарного законодательства. Это же не вчера именно было, не сегодня. А я что-то... Дарья Романовна, я полагаю, что нарушения не так, они не устранены, да? Да, нарушения до сих пор не устранены. А когда вы проверяли? Видно, наверное. Мы проверяли их весной, вот в Алло. мае проверяли. А до этого Когда? мы их проверяли в начале года. В начале года мы им, получается, вынесли постановление о возбуждении административного правонарушения. Потом, в последующем, когда провели контрольную проверку, мы уже обратились в Якутский городской суд иском о приостановлении их деятельности, поскольку также нарушения не были устранены. И на данный момент мы тоже наблюдаем, что хоть и это принимаем меры, но нарушения никак не устраняются. Представьте, пожалуйста, чтобы мы понимали. Помощник прокурора города Якутска Маркова Дарья Романовна. А вот в данный момент я вот что интересуюсь, да, это же не первый дом, мы еще дальше поедем. Да, конечно. Ну, это единственный такой мощный, здоровый дом в городе Якутске, Да. частный. Да. По закону у нас имеются санитарные нормы, согласно которым, во-первых, никакого запаха не должно быть, который мы сейчас ощущаем, да? Во-вторых, должно быть надлежащее постельное белье, которого мы сейчас же опять же не видим, да? Это... Но это может связано с тем, что отопления не было, это же вполне объяснимо. Нет, и в тот раз такие же нарушения были выявлены, и на данный момент также не устранены. Вот так вот. Сколько сейчас человек? И сколько сейчас человек у вас здесь? Здесь 26 минут. 26, да? С районов много, да? Да. О, А среди них есть, у которых дети есть? Есть, но один не приходит. Дети не приходят. Ну вот, например, человек оставили и все время плачет, как бы, да? Их просто, как будто, мне кажется, они уже как бы люди такие больные стали, никому не нужны, и их сюда привозят. Мне их просто жалко. Просто человечески жалко. Я всегда говорил, как бы, если бы такие нормальные бабушка и дедушка был бы, говорю, я себе домой взял бы, чтобы как бы своих детей, как бы, у них надо чем-то занимать. А если в одном месте будет сидеть человек, он, наверное, я не знаю. А чем они здесь занимаются? А потом мне сказали, тебе не разрешат как бы человека чужого себе взять, как бы. Ну просто по-человечески жалко человека. У нас Люди есть понятие привозят на приемной 10 дней, семьи. как бы, да? Если необходима помощь, И давайте всё. мы вам поможем.
У нас же есть приемные семьи. Ну, просто, как бы, все упирается, как бы, я снимаю квартиру. Я на 2 работах, чтобы содержать свою семью. Я на 3-й работе, как бы, после семьи ухожу на дом, как бы, на массаж, как бы. У меня 2 детей оперированные, волосной, как бы, операции. У меня сердце тоже вот оперировано в 2016 году. И я никогда не унываю, как бы. Надо работать просто, и все. Ну, больной может... В смысле, вы говорите, вот он лежит, он детей своих, да? Нет, его как оставили, 2 раза приходили, и все. Я вот даже телефон не могу их не найти. Звоню, там аппарат абонента выключен. То есть административная какая-то у вас картотека ведется или нет? Велась как бы, вот тетрадь была, но вчера я искал, я его не нашел. Ну, может, кто-то приедет. Дорогие друзья, если вы знаете, идите, дом закрывается. Надо помочь. Нет, ну почему телевизор? Здесь даже бильярд играет. Да. Посмотрите, видите? Единственное, видимо, место развлечений бильярд. Ну это кто более ходящий? Не, я понимаю, телевизоров даже в палатах нет. А есть. Нет, вот эти не покажи. Говоришь, что? Посмотрите, зайдите направо, обратите внимание. Ну я один нашел уже. Вас полностью удерживают пенсию? Да? В смысле удерживают? Ну, как вы платите? Пенсия куда приходит? К вам приходит? Или Ну, там вот это у заведующей карточка. заведующая? Да. Карточка вашего заведующего? Да. Это ваши. Ну, это все мои вещи. А где вы жили до пансионата? Ну, я жила у отца тут по городу на кирзаводе. А кто вас сюда привез? Ну, меня сюда соцработник привезла вот из Хангаласского улуса. Так как меня мать выгнала из дома, мы долго-долго судились всю зиму. То есть и мама у вас есть? И мама? Но больше у меня мамы не существует. У нее мама и папа, у них другие семьи, как бы, развод там, другие семьи, конечно, не было. Короче, у меня мамы больше нету, я уже вот от мамы отвернулась, и мы друг друга ненавидим. Ну а с папой-то я так себе общаюсь. Он даже сюда приходит, навещает, а мать Вот не... уже есть другая семья, да? Да. Ну мать вот это ни разу сюда не приходила, меня не навещала, а папа там вот с месяца сентября того года приходил сюда. Ну точно я не знаю, сколько раз приходил. А вам какая помощь нужна? Ну мне в принципе никакая. А работаете вы где? Ну у меня нету работы вообще, я говорю же, у меня ни прописки, ничего нет. Меня, если всего, уже лишила мать. Документы есть? Ну, документы есть. А родные есть, братья и сестры? Ну, по материной линии я не общаюсь ни с кем. Ну, у них тоже вот у всех своя семья. А у вас есть контактные телефоны ваши? Есть. Контактный есть телефон. Вы запишите, пожалуйста. А зачем? Ну, и какая помощь нужна будет, мы вам поможем. Угу. А отец у вас где работает? Как с ним В связаться? ЕПАК. Ой, у меня где-то тут был блокнот. Я его оставить-то. Погодите. Ой. Два. Сардана. Уполномоченная по правам человека. Кому что надо спрашивать? Зачем мне это интересно? Потому что здание как само по себе нормально. А это как отличить по правам человека? Мне кажется, если... Мы с вами еще пообщаемся. Ехали на работу, или некого.
как бы. Ну, я не знаю, здесь все с сопровождением ходят. Понятно. Ну, тогда я к вам приеду. Напишите, пожалуйста, свои данные. Еще интересно, личного фирма тоже. Мобильный есть у вас телефон, да? Есть. И номер мобильного телефона. Если вот, например, все время плохое смотреть, очень много и везде. Ну вот. Глаза, например, у человека, я, например, приду в любой пансионат и хочу плохое увидеть, да? Я найду это Я сюда плохое. шел хороший. Можете, например, хоть хороший пансионат, меня берите с собой, я найду плохое. Иди, мать сюда, если вот это определила. Но она изначально Мне просто меня людей выбрала. жалко, понимаете? Вы, например, сейчас хотите Проверите и уйдете, а мы останемся. Нет. Вы неправильно Она говорите. это вот, короче, у меня Просто, подростковая была, вот эта как вам гормональная объяснить? разыгралась. И она поэтому меня и отправила туда. Вы приехали сюда смотреть плохое, как бы, да? Все время только Надежда плохое. была другая, что мы приедем, и все предписания будут выполнены. И мы чуть ли не в тапочках пойдем в это здание. А мы зашли Холодное здание. И попали Они по заводили всем вот остальным. плохо. Ту же обстановку, которая была. Ей 38 Ну, честно скажу, меня возмущает то, что даже апреля. в таком доме один 19. телевизор на все палаты. Вот второй нашли еще. Да я вспомнила телефон. Но некоторым бабушкам есть телевизоры, некоторым нет. Почему? Потому что, например, одна придет, хочет другую посмотреть. И поспорят, и один телевизор, например, сломали. Нет, это говорит о том, что у вас просто телевизоров не хватает. Каждому по телевизору, что ли, надо? То месяц лежала, то 2 недели лежала там вот. Не, ну я так думаю. Хотя бы трубочку нормально. И вообще здесь методист Ну, должен ехала быть, в дежурная Покровск, няня, и там которая... еще Ну, я не знаю, неделю пролежала там в в центрах, там Покровске, сидит вот, в два Европе. медсестры и И медбрат. потом И вот плюс я сидит с мамой это, опять поссорилась и уже как у вот детей, ехала в организатор конце концов затеи. к папе в 14 году. Но это все как бы руководители же. кто я На вот работу смотрел, кто как берет, это. как бы. Он говорит, у нас сериал там про этого, про Жигова. Я же смотрит, не здесь, буду себе, тут например, сериал брать. там. Я же говорю о том, что там живое общение с людьми. А здесь просто один человек не может Алло. написать теме следить. Вот. Сергей Владимирович. Вот этого не было, вот вчера, сегодня появилось. А вот эти были. Ну, такое чувство, что это же месяцами тут все это. Нет. Это было, вот этого не Грязь-то у было. вас такая, но уже устойчивая. А стираете где? Там машину вчера сделали, я вчера... Я звезда телевидения буду, да? Не, пока соцсетей, телевидение рано. А то потом... Если телевидение, то вы уже станете. Уже сегодня вечером. До свидания. Не болейте. Лестница у вас тоже совершенно. Внимание, снимаю. Внимание, снимаю. Пансионат, Талгыз, благословение, да. И какие, я так понимаю, прокуратуре понятно, меры понятны. То, что мы увидели, конечно, состояние удручающее. Но меня как журналиста интересует, наказать всегда оказывается проще, чем сохранить. Вот хотелось бы узнать ваше мнение, что будем делать с этим? Ну, надо сказать, что на самом деле, конечно, нужен хорошее, умелое руководство такой общественной организации, потому что политика на сегодня построена таким образом, чтобы социально ориентированные некоммерческие организации, наоборот, втягивать в систему, когда идет уход за нуждающимися пожилыми гражданами. Поэтому есть у нас ответственный орган исполнительной власти, это Министерство труда и социального развития. Я бы настоятельно рекомендовала Министерству труда и социального развития в ежедневном режиме
обращать внимание на деятельность таких общественных организаций, которые получают, во-первых, оказывают социальные услуги, и вторые, которые получают возмещение расходов из средств государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Насколько у меня была информация, Алгыс планировала подать документы на получение вот этого возмещения. Поэтому надо, чтобы не было такого, что министерство отдельно, а жизнь отдельно. Мы это с вами сегодня увидели. Вот это первое, на что бы я хотела на этот системный вопрос обратить внимание. Второе. Ведь у нас таких общественных организаций, она не одна. У нас их несколько. Мы сейчас с вами еще проедем в такое, что там тоже, собственно говоря, ежедневно вот сам уход, само, скажем То есть так, как оно должно быть, вы нам покажете сейчас, да? Нет, не скажу. Сам уход тоже оставляет желать лучшего. И здесь есть аналогия с частными детскими садами. На самом деле, или почему? пенсионатами? Нет, садами почему говорю? Потому что есть огромная профессиональная армия социальных работников. Ну, давайте мы на них обратим внимание. Вот если бы они занимались вот такой общественной организацией и знали бы, как правильно поставить уход, совершенно картина была бы другая. А вот, Мы с вами проедем на улицу Ельминская, ну вот там постараемся увидеть как раз, как должно быть, хотя тоже там есть отдельные факты, которые сейчас находятся на моем контроле уполномоченного по правам человека в связи с тем, что пожилая женщина разбила себе голову. Мы провели несколько проверок, добились того, что руководством пансионата утвержден план устранения выявленных нарушений. Там тоже касалось и санитарных норм. То есть мы сейчас туда поедем? Ухода. Да, мы туда поедем. А вот со стороны прокуратуры, вот сейчас как бы дом, я так думаю, здесь уже ясно, что его закроют, да. Кто понесет наказание за содержание? Ну, у нас в данном случае понесет учредитель общественной организации. А кроме учредителя, наше любимое министерство, чиновники разных уровней, будут ли вынесено представление для них, для того, чтобы они взяли это под контроль? На самом деле же это же не просто так вот взяли и создали, и запихали старых людей, и все, и забыли. Я правильно понимаю? Конечно, контроль должен осуществляться в данном случае. Ну, прокуратурой города Якутска будут приняты, мы принимаем все меры, чтобы у нас жизнь, получается, проживающих как-то улучшилась, но, к сожалению, иногда мы хоть и принимаем меры, но, как мы видим, не улучшается. Но в данном случае Министерство труда и социального развития об этой ситуации в курсе. Они также совместно с нами выезжали, и они также предпринимают меры по устранению всех нарушений. Также была информация о том, что некоторых проживающих они уже переселили в иные пансионаты.